Гражданские активисты Казахстана в ближайшую пятницу намерены провести марш в поддержку реформ в стране. Многих из них вызвали в полицию уже сегодня. В повестке написано «для профилактической беседы», но согласно Уголовно-процессуальному кодексу таких оснований нет. В Кыргызстане закрыли еще один частный телеканал. Причем тут арест бывшего президента Атамбаева и как это влияет на свободу прессы в стране? На сегодняшний день проводится там тщательная проверка именно принадлежности этих имуществ Атамбаеву. После массовых протестов власти Кыргызстана запретили добывать в стране уран. Однако выводы независимой комиссии показывают, ничего вредного ни для людей, ни для экологии в этом нет. Самый действительно пострадавший здесь – это имидж государства, имидж власти. Потому что мы видим, что при любой серьезной опасности социального протеста власть идет на попятную. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Активистов движения «Оян Казахстан» сегодня вызвали в полицию. Правда, беседовали с ним не следователь, а сотрудник городской администрации. Все дело в том, что 30 августа, в день Конституции страны, активисты намерены провести марш в поддержку реформы. Эти планы силовики и городской администрации восприняли как попытку провести несанкционированный митинг. Шолпан Оразбекова продолжит. Утро нескольких активистов движения «Оян Казахстан» началось с визита к ним домой полицейских. Об этом на своей странице в соцсети написала одна из участниц движения Асем Жапишева. Практически одновременно 3 участникам организации вручили повестки в департамент полиции. Как и полагается по закону, там была указана фамилия следователя и цель вызова – якобы профилактическая беседа. В итоге в полицейском кабинете гражданских активистов ждал не офицер, а представитель городской администрации. В протоколе было написано, что нас вызвали по такой-то повестке, где указано имя следователя. Но я говорю, а где Абдуллаев? Его нет, следователя нет. Я тогда спрашиваю, зачем вы нас тогда звали? Полицейские сказали, что нас вызывали сотрудники акимата. Адвокат приглашенных на беседу общественников называет действия чиновников нарушением Уголовно-процессуального кодекса и попыткой запугать участников движения. В повестке написано «для профилактической беседы», но согласно Уголовно-процессуальному кодексу таких оснований нет. Если вызвали сотрудники акимата, почему они не пригласили ребят к себе в здание? Я не думаю, что они отказали бы во встрече. Приглашающая же сторона настаивает. Важно не место встречи, а предмет разговора. Мы просто донесли до них, что для проведения акций и протестов необходимо получить разрешение администрации города. Нельзя сказать, что они не призывали. На странице «Оян Казахстан» написано же, все, кто хотят принять участие, могут присоединиться. То есть зовут. И какая разница, где проводить беседу? Главное, предупредили. По словам Асем Жапишевой, полиция приходила и к другим участникам движения. Многих участковым не удалось застать дома и вручить повестки. Ранее активисты «Оян Казахстана» объявляли о планах выйти 30 августа в День Конституции на мирный марш. Они предлагают реформировать и политическую систему Казахстана, и силовые ведомства. Чиновники, в свою очередь, продолжают называть запланированную акцию незаконным митингом. При этом лично Жапишеву даже предупредили, что если марш все же состоится, то после него она может стать обвиняемой по уголовному делу. По какому – не уточнили. Представитель акимата, он Есенбеков, он без конца говорил, что это незаконно, хотя это наше конституционное как раз-таки право. У нас есть право мирно собираться и выражать свою точку зрения. Я ему говорила, что мы все имеем право, что это конституция. И он все время напирал на то, что но конституция это одно, а вот в законе же написано. И это очень такая смешная ситуация, потому что они все время говорят про законы какие-то, хотя у нас есть конституция, самый главный закон. Участники движения не считают проведение мирного марша нарушением закона. Они ссылаются на право свободно выражать свое мнение, которое прописано в Конституции Казахстана. Теперь активисты намерены писать жалобу в Генеральную прокуратуру, но морально они уже готовы к возможным задержаниям 30 августа. Шолпан Оразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Сразу в 2 городах Казахстана, Нур-Султане и Алматы, запретили провести митинг в защиту прав законных интересов ЛГБТ-сообщества. Местные власти об отказе сообщили накануне вечером. Если в столице причиной отказа объявили опоздание с подачей заявки, то в Алматы заявили, что документы оформлены неверно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии культурной столицы Казахстана. Заявления были поданы на 2 даты – 30 августа и 8 сентября. Напомню, в Казахстане нет ни одной официально зарегистрированной ЛГБТ-организации. Заявки о регистрации тоже отклоняются под разными предлогами. Между тем, сами активисты говорят, что проблем у сообщества немало. Многие из них вынуждены скрывать свой статус из-за опасений за свою безопасность и даже жизнь. В Казахстане по-прежнему сохраняется высокий уровень социальной стигматизации.
А в Кыргызстане арестовали имущество еще одного частного телеканала. Сотрудники 7-го канала, офис которого находится в городе Ош, не могут попасть на работу. Накануне в Генпрокуратуре Кыргызстана сообщили, что список имущества бывшего, ныне арестованного президента Алмазбека Атамбаева и его родственников увеличился на 15 пунктов. Дома, участки, банковские счета из этого перечня арестовали сразу после задержания Атамбаева. Политик проходит в общей сложности по 14 делам. И вот теперь еще одна телестанция связалась с журналистами 7-го канала Джибек Бигалиева. Мы поговорили с нашими коллегами из Аша и узнали, что на самом деле опечатали их офис еще 16 августа, ровно через неделю после того, как в Бишкеке арестовали здание телеканала «Апрель». 7-й канал часто называли СМИ, аффилированным с Алмазбеком Атамбаевым, но в отличие от «Апреля» этот канал никогда не принадлежал бывшему президенту. Офис, техника и мебель на канале, по словам директора медиаучреждения, взяты в аренду и не является имуществом бывшего президента. С его фамилией связана лишь лицензия на телевизионное вещание. Да, нет, не является это имуществом Атамбаева. Это частное лицо, мы арендуем помещение. А оборудование, вот то, что внутри, это мебель, техника, камеры, это кому принадлежит? Тоже арендуем. По поводу лицензии? Но это уже являются учредители другие. Вроде Атамбаев и Форум. Учредителем телеканала, согласно документам, является родственник одного из кыргызстанских политиков, причем не из числа сторонников Атамбаева. Видимо, поэтому в коллективе надеются, что в ближайшие дни они все-таки смогут попасть в свой офис. Сотрудники не ушли, они находились в отпуске. Часть сотрудники находились в отпуске, а остальных отправили в отпуск. У нас и так должны были в отпуск уйти. С 1 сентября мы, я думаю, надеюсь, выяснится, начнем работу. В Генпрокуратуре тем временем говорят, что следователи еще не до конца проверили весь список имущества, на который власти наложили арест в рамках уголовного дела, по которому проходит бывший президент. По ходатайству МВД и судом был наложен арест. Значит, причастность или принадлежность сейчас эти материалы были выделены в отдельное производство и направлены в военную прокуратуру, значит, по факту незаконного обогащения. На сегодняшний день проводится там тщательная проверка именно принадлежности этих имуществ Атамбаеву. Если необходимость отпадет, то и арест будет снят. 7-й канал был одним из самых популярных телеканалов на юге Кыргызстана, при этом вещал он на всю страну. Аудитория его, по словам директора, составляла около 500 000 телезрителей, и в коллективе сейчас надеются, что вся эта история с арестом всего лишь недоразумение. О ситуации со СМИ в Кыргызстане поговорим с медиаэкспертом. У нас в гостях председатель независимого союза журналистов Кыргызстана Азамат Касыбеков. Здравствуйте, Азамат. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам на передачу. Мы вот только что посмотрели сюжет моей коллеги Джибек Бигалиевой об аресте имущества 7-го канала. Можете охарактеризовать действия властей? Я хочу сказать, что в список имущества почему-то попал 7-й канал, и до этого попала Ассоциация телерадиовещания. То есть непонятно, по-моему, здесь следователи не доработали, все свалили в кучу, и сейчас разгребают сами, почему, где, не понимают, наверное. Поэтому я здесь считаю, что здесь недоработка следователей, которые не поняли, что кому принадлежит, и начали все арестовывать напропалую. То есть, получается, исследователи, услышав там упоминание имущества, связанного с Атамбаевым, сразу начинают заинтересовываться подобными вещами. Да. Просто берут все в кучу, свалили и начали потихонечку из него вытаскивать и понимать, что вот это не принадлежит, да, Атамбаеву и так далее. По-моему, такое у меня ощущение, что сейчас СМИ курируют следователи, то есть где они кого заподозрят, и могут и закрыть какой-нибудь СМИ. Вот похожая ситуация длительное время развивается вокруг телеканала «Апрель», тоже учредителем которого является Алмазбек Атамбаев. Получается, из-за противостояния нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего Алмазбека Атамбаева страдает пресса во всей стране. Наверное, да, потому что из-за политических расприй обязательно, когда паны дерутся, то чубы трещат у журналистов, к сожалению. И медиасообщество, мы вышли с заявлением, чтобы возобновить вещание «Апреля», потому что это все меры пресечения, это имущество, когда заходит спецназ и говорят: давайте за 5 минут все собирайтесь. Это неправильно, и я считаю, даже не в рамках закона.
Ну вот, а то, что они заходят и арестовывают имущество без решения суда, как вы на это отреагируете? Что вы об этом можете сказать? Ну, в правовом государстве такое не должно быть. Без суда не должно быть такие действия следователей и силовиков. Мы, журналисты, соблюдаем все законы. За нами очень сильно следят за этим. Но и силовики должны, все, то есть мы все должны соблюдать Конституцию и законы страны. А как вы думаете, почему президент Сооронбай Джеймбеков не может как-то повлиять на эту ситуацию? Потому что он сам не раз говорил о том, что является приверженцем развития демократии в стране и свободы прессы. Ну, он как руководитель государства, он же всегда говорил, что пусть решает суд, пусть решают следователи, силовые структуры и так далее. То есть, видимо, здесь он не хочет как бы влезать в эту ситуацию, просто отдал на откуп пока. И следователи стараются как могут. Вот этими арестами имущества власти препятствует профессиональной деятельности телеканалов. Можно ли назвать вот все это давлением на свободу прессы в стране? Я думаю, что это не давление, это ограничение свободы слова. Потому что «Апрель» канал давал альтернативную реальность, то есть альтернативную информацию. И когда исчезает альтернативное, только появляется одно какое-то мнение государства, это неправильно. И люди, я думаю, возмущаются из-за этого, потому что они должны понимать разные стороны конфликта. В рейтинге свободы прессы Кыргызстан среди 5 стран Центральной Азии выше всех находится. Как вот эта ситуация может отразиться на следующих оценках различных авторитетных международных организаций? И может ли пострадать имидж страны как самой свободной страны в регионе? Я думаю, уже пострадал, потому что ОБСЕ уже вышло с заявлением по поводу апреля. И мы, конечно, знаете, с гордостью всегда говорили о свободе слова в Кыргызстане, когда мы встречаемся с коллегами из разных стран, особенно центральноазиатских. Сейчас как-то эта гордость сильно упала, и я думаю, что вот в рейтинге Кыргызстана упадет тоже сильно. Азамат, большое вам спасибо за интервью, спасибо, что вы нашли время прийти к нам на передачу. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. Смотрите далее в нашей программе. После массовых протестов власти Кыргызстана запретили добывать в стране уран, однако выводы независимой комиссии показывают, ничего вредного ни для людей, ни для экологии в этом нет. Самый действительно пострадавший здесь это имидж государства, имидж власти, потому что мы видим, что при любой серьезной опасности социального протеста власть идет на попятную. Мы продолжаем нашу программу. Таджикистанский адвокат Бузургмехр Йоров, осужденный в 2016 году за свою деятельность на 28 лет тюремного заключения, номинирован на правозащитную премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела. Эту премию присуждают за гражданское мужество и выдающиеся достижения в области прав человека. Как отреагировали правозащитники, коллеги и родственники Йорова на эту новость и что это значит для страны в целом, рассказывает мой коллега Анушер Ванарипов. Новость о том, что Бузургмехр Йоров номинирован на премию имени Вацлава Гавела, воодушевила активистов гражданского общества Таджикистана, заявила правозащитник Ойнихолбу Боназарова. По ее словам, номинация самого известного адвоката страны, отбывающего наказание в тюрьме за свою деятельность, означает, что мировое сообщество в курсе проблем в стране. В мире, получается, знают и поддерживают тех, кто борется за права человека здесь. После суда над Йоровым многие правозащитники в Таджикистане свернули свою деятельность, опасаясь преследования со стороны властей. Теперь же, уверена Боназарова, они с новыми силами начнут борьбу за права человека. И теперь то, что все международные авторитетные организации просят Таджикистан освободить его, это тоже очень много означает. И поэтому я думаю, что этот день останется, даже если, допустим, даже если не пройдет Бузургмехр.
Йоров был задержан в 2015 году, а уже в 2016 его осудили сразу по нескольким статьям. Адвоката обвинили и в мошенничестве, и в подделке документов, даже в оскорблении президента Рахмона. Всего по 5 статьям Уголовного кодекса. По совокупности преступлений Йоров получил 28 лет тюрьмы. Правозащитник Ойнихолбу Боназарова смогла пройти только на одно слушание по делу Йорова. По ее словам, он защищал себя сам, без адвоката. И если бы суд был беспристрастным, то он выиграл бы это дело. Я много раз слушал его, но это было такое выступление тот день, когда суд и прокурор вообще не могли что-то говорить. Он фактами говорит, он не как голословно, он факты. Другой вопрос, мне поражало, его мама, отец, все время, каждый день ходили, и мама говорит в этом процессе: сын, если ты не виновата, ты не возьми, пусть что будет, но ты должен защищать себя и других людей. Заместитель председателя социал-демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов говорит, что Бузургмер Йоров был лучшим адвокатом страны и получил свой срок за то, что встал на защиту членов ныне запрещенной партии Исламского возрождения Таджикистана ПИФТ, а также возглавил общественный комитет по предотвращению незаконных задержаний, арестов, обысков и заключений. Он, независимо от политических убеждений, религиозности, социального статуса, национальности, старался эффективно защищать интересы своих клиентов при рассмотрении дела как в экономическом, так и в уголовном, в судебном, процессуальном, гражданском и семейном делах. В связи с чем, к сожалению, стал неугодным определенным кругам и нынче находится в местах лишения свободы. По словам родственников Бузургмера Йорова, в тюрьме адвокат не сидит без дела. Много читает, консультирует заключенных и ходит в мечеть. О своей номинации он узнает уже в ближайшее время. Сами близкие Йорова отреагировали на новость о номинации на премию парламентской ассамблеи по-разному. Реагирование было разделено на две части. Одни опасались, что это выдвижение Бузургмера на эту премию может привести к каким-то последствиям, каким-то давлениям на родственников, оставшихся в Таджикистане, на ее семью. И те, которые, несмотря на все это, очень были рады, что вот этим номинированием было оказано признание той деятельности Бузургмера Йорова в защиту прав человека, его стойкости. И тем самым, можно сказать, признание того, что ситуация с правами человека в Таджикистане, мягко говоря, желает оставлять лучшего. Миссия Европейского Союза признала в прошлом году известного адвоката Йорова узником совести и требует его освобождения. Такие же требования выставили десятки международных правозащитных организаций, в том числе Комитет по правам человека ООН. Власти Таджикистана продолжают эти требования игнорировать. Принудительно бороды никто не сбривал и сбривать не будет. С таким заявлением выступила ГУВД Ташкента. Я напомню, на прошлой неделе на рынке электроники Маляка милиция задерживала торговцев и в отделении сбривала им бороды. В Главном управлении внутренних дел столицы Узбекистана отметили, что в городе ежегодно проводятся плановые мероприятия по обеспечению безопасности. На отдельных объектах используются интеллектуальные камеры наружного наблюдения, а в базе содержатся данные биометрических паспортов разыскиваемых. На них, как правило, предполагаемые преступники фотографировались без очков, головного убора и бороды. В ГУВД отметили, что во время рейда на беседу приглашались люди вне зависимости от наличия бороды, хотя мужчин с растительностью было большинство. И отдельным гражданам сотрудники органов рекомендовали привести себя в соответствии с фотографией на паспорте. Никакого религиозного подтекста в проверках не было, добавили в ГУВД. Категорически заявляем, что религиозная подоплека здесь совершенно ни при чем. Более того, играть в данной ситуации на чувствах верующих, муссировать эту тему как минимум неуместно. Заявление ГУВД не совпадает со словами пострадавших. В интервью нашему телеканалу один из торговцев рынка Джамалиддин Мухаммад рассказал накануне, что милиция задерживала на рынке всех мужчин с бородой и насильственно сбривала бороды, в том числе и ему.
Меня отвезли в 4-е отделение внутренних дел. Там были люди с бородой, и молодые, и постарше. Длинная очередь. На 2-м этаже была парикмахерская. Всем сбривали бороды. Меня спросили, зачем я ношу бороду. Я сказал, что мне это нравится. Они этого понимать не хотели. Поторопились. В Кыргызстане признали, что угрозы от разработки урановых месторождений в Иссык-Кульской области нет. Пока это только предварительные итоги работы межведомственной комиссии. Между тем, еще 4 месяца назад у власти было совсем иное мнение по этому вопросу. Парламент тогда запретил добычу урана в стране. За это решение выступил и президент Кыргызстана. Причиной стали многочисленные протесты местных жителей и гражданских активистов. Дарья Тимофеева вспомнила предысторию и узнала, что же изменилось за столь короткий срок. В апреле этого года урановая тема затмила собой все другие. Один за одним проходили митинги против добычи радиоактивного металла. Люди опасались за свое здоровье. Власти пытались успокоить народ, обещали пригласить экспертов Международного агентства по атомной энергии. Все тщетно. В итоге парламент единогласно проголосовал за запрет разработки урановых месторождений в стране. Категоричное «нет» сказал и президент страны. Добычу запретили, а межведомственная комиссия продолжила исследовать залежи вблизи озера Иссык-Куль. И вот первые результаты. Данные замеров показывают, по сравнению с данными замеров, которые были проводились в 2013 году, там повышение радиационного фона, действия геологоразведочных работ не наблюдается. Но также заболеваемость среди населения, повышенной заболеваемости, по всем этим не наблюдается. Ни одно ведомство пока не рапортовало об угрозах. Ветеринарный контроль не выявил отклонений, опасности для экологии также не обнаружено. Окончательные итоги должны подвести в ноябре этого года. Возникает вопрос, поторопились ли власти с решением о запрете добычи урана? Самый действительно пострадавший здесь это имидж государства, имидж власти. Потому что мы видим, что при любой серьезной опасности социального протеста власть идет на попятную. Понятно, что инвестор с этим не согласен. У нас много мифов, что инвестор любит, скажем так, общество с сильным гражданским обществом. Но это правда, но там, где оно действительно работает адекватно. В той же самой Канаде, к примеру. А там, где толпа может манипулировать властью, там инвестор не любит находиться. В составе комиссии 50 человек. За 4 месяца произвели более 100 замеров. По сообщениям властей, местное население принимает в этом активное участие. Жители говорят об обратном. Целенаправленно идут, чтобы вот это месторождение работало, да? Их местных жителей почти не приглашают они. Каких жителей приглашают, которые согласны? Там президент говорил нам, именно нам. Балычев приезжал, когда по всему Кыргызстану уран не будет разрабатываться. И которая вот эта комиссия, они нам обещали до каникула решить этот вопрос. Часть населения ближайших к месторождению сел и городов готовы выйти вновь на митинги. Соглашаться с такими выводами комиссии не хотят. Политолог Денис Бердаков считает, что недовольные будут всегда, но будущие протесты, возможно, не приобретут серьезного масштаба. Сейчас есть заключение экспертов, которые сложно оспорить, и нет тех, скажем, политических сил, которые могут вопрос политизировать. Если мы посмотрим, наше политическое поле в целом сейчас довольно зачищено. Соответственно, как-то усугубить ситуацию это абсолютно не может. Члены межведомственной комиссии и вовсе подчеркивают, сейчас не стоит вопрос о разработке месторождения. Пока эксперты лишь пытаются понять, чем теоретически добыча урана может обернуться. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Салюгемский национальный парк, он был создан в 2010 году для того, чтобы взять под охрану краснокнижные виды животных, такой как снежный барс, манул и алтайский горный баран. Россия – это самый северный ареал обитания снежного барса. Как так получилось, что вы занялись браконьерством когда-то? Когда-то нечем было кормиться, а деньги не были. Предки говорили, что когда снежный барс находится, его убиваешь, сам как-то умираешь, У них дар какой-то. Автором фейк-ньюс все-таки был Геббельс, автором концепции фейк-ньюс.
потому что именно ему принадлежит фраза, что чем чудовищнее ложь, тем больше людей в нее поверят. Появление нацизма и сталинизма, оно, конечно, знаменовало собой совершенно новый этап и новый масштаб. Ложь должна быть настолько чудовищной, чтобы в нее поверили.